Здравствуйте, это эстонский язык со Светланой Амбра. Tere, see on eesti keel Svetlana Ambraga. И сегодня у нас с вами глагол долженствовать. По-эстонски это будет глагол pidama. Вы научитесь прилагать глагол в настоящем и в прошедшем времени. И теперь начинаем. Ja nüüd alustame. Глагол долженствовать по-эстонски в ма-инфинитиве это будет pidama, в да-инфинитиве pidada. И теперь спрягаем в настоящем времени. Olevik. Вы видите, что корень в настоящем времени поменяется. Значит, это глагол исключения мы должны запоминать, потому что и в прошедшем времени не все так просто. Дальше вы увидите. Итак, я должна, ma pean, ты должен, sa pead, он, она должен, должна, ta peab, мы должны, me peame, вы должны, te peate, они должны, nad peavad. И отрицание в настоящем времени будет ei pea. Мы просто убираем окончание любого лица и получаем отрицательную форму. Да? И теперь я проспрягаю в прошедшем времени в отрицательной форме. Я не должна. Ma ei pea, ты не должен. Sa ei pea, он, она не должен, не должна. Ta ei pea, мы не должны. Me ei pea, вы не должны. Te ei pea, и они не должны. Nad ei pea. Очень хорошо, väga. И теперь смотрим на прошедшее время, как мы будем спрягать. Minevik. Мы должны были взять корень ма-инфинитива, поставить признак прошедшего времени си и таким образом образуем, да, прошедшее время. Но не все так просто. Если мы посмотрим на корень, здесь в корне гласная а. Она уходит в прошедшее времени, вместо нее приходит гласная и окончание лиц мы ставим. Я должна была, ma pidin. Ты должен был, sa pidid. Он, она должен был, должна была, ta pidi. Мы должны были, me pidime. Вы должны были, te pidite. И они должны были, nad pidid. Отрицание в прошедшем времени образуется от корня да инфинитива. Здесь все хорошо. Берем pida и добавляем nud. Отрицание у нас в прошедшем времени будет ei pidanud. И теперь спрягаем в отрицательной форме по всем лицам. Я не должна была, ma ei pidanud, ты не должен был, sa ei pidanud и так далее. Ta ei pidanud, me ei pidanud, te ei pidanud, nad ei pidanud. Väga. Очень хорошо. Теперь мы все проспрягали, и теперь вы знаете и умеете спрягать глагол долженствовать в настоящем и в прошедшем времени. И увидимся теперь в следующем видео. Ja näeme nüüd järgmises videos. До свидания. Head aega!